Итак, знакомьтесь, боец в синем углу. Ему 23 года, вес 66,3 килограмма. Его профессиональный рекорд 6 побед и только одно поражение. Дамы и господа, он призер чемпионата мира по грэпплингу NAG. Финалист чемпионата Кыргызстана по боевому самбо. Представляющий бойцовский клуб «Шашкуч». Верный сын кыргызского народа из Кыргызстана Фотон Низам Жунус Оолу. Его соперник в красном углу клетки. Бойцу 29 лет. Его вес 66,3 килограмма. А профессиональный рекорд 15 побед, 15 поражений. Дамы и господа, он чемпион Азии по джиу-джитсу. Многократный победитель международных турниров по ММА, представляющий бойцовский клуб «Колизей» из Казахстана Фотон Владимир Голобшинский. Рефери поединка Владимир Копылов. Бойцы на середину. Правила вы знаете. Проведите бой достойно и честно, пусть победит сильнейший. Пожали руки. По углам. Судья готов. Судья готов. Судья готов. Синий готов. Красный. Тайм. Друзья, снова продолжается наш вечер боев в Магнитогорске. Итак, представитель Киргизии Низамбек Жунус Оолу против бойца из Казахстана Владимира Белобжицкого. Что касается Низамбека Жунус Оолу, 10 поединков в его карьере, 7 побед при 3 поражениях. Долго шел он на победной серии, целых 5 поединков выиграл. Но вот в последнем поединке потерпел поражение 14 декабря в прошлом году на совместном турнире организации ВЭФ и Брейв. Извините, что прерываю, Вадим. Шикарный перевод получается у Жунуса Оолу. Причем изначально действие было от Владимира Белобжицкого. Он такой настоящий джорнимен из мира смешанных единоборств. 16 побед, 15 поражений. Причем все эти поединки он успел провести за 8 лет, а ему всего 29. Так что интересное противостояние. Опытный очень спортсмен из Казахстана. И молодой проспект Низам Жунус. Да, и вот сейчас как раз-таки из открытого гарда Низамбек старается развивать свою атаку, прихватывает, вяжет все, что возможно в этой ситуации, старается делать Владимир Белобжицкий. Так, вставать не дает Низамбек. И здесь попадает, и еще один бросок проводит. Да, фактически из партера в партер. Прибирает, похоже, шею. Необходимо развернуть соперника. Чувствуется, что хорошо обучен Жунус Оолу, но есть такая небольшая суета в его действиях. Немного торопится. Да, пытается выйти на удушение. Точнее, замок-то есть, но насколько он плотный и насколько серьезно он осложняет работу Владимира Белобжицкого, это большой вопрос. Белобжицкого. Да, простите. Выходит как раз Владимир из этой ситуации, но отдает спину. Еще 3 минуты в первом раунде. Очень цепко борется. И удушающий через руку боковой контроль. Шикарный прием от Жунуса. Доведет или нет? Все правильно. Колено забрасывает на корпус Низамбек Жунус Оолу. Казалось бы, все правильно. Из бокового контроля лучше всего этот прием проходит. Но фактически посинел сейчас Владимир от вот этого напряжения. Терпеть ему приходилось. Полный маунт. Удушку, потом еще и хаммерфист прилетел. Да, полный маунт. И сейчас немало таких несладких мгновений придется пережить Владимиру. Полраунда еще фактически впереди. Опять хаммерфисты сыпятся сверху из фуллмаунта. Локти подключает тут же Низам Жунус. Очень хорошо работает хавгард, но продолжает пропускать удары Владимир. Тяжелейшее испытание для него сегодня. И пока у нас односторонний поединок, а еще очень много времени. Просто не остановим сегодня Жунусу Оолу. Снова позиция гард, который то открывается, то закрывается. Бьет по ногам.
Низамбек защиту не обходит, продолжает бить, набрасывать. И снова оказывается в фулл-маунте Низамбек. Хорошо услышал Белобжицкий свой угол. Вставай, вставай, что ты лежишь. Попытался встать и тут же буквально коршуном бросился Низам вперед. Низамбек своего оппонента терпит, защищается. Одну ногу подхватывает Владимир. Тейкдаун оформил, между прочим. Да, но это мало что поменяет с точки зрения очков в этом раунде. Самое главное здесь, да, разорвать дистанцию, подняться и завершить эту борьбу. 3 минуты вчистую проиграл Белобжицкий в дебютном раунде. Пропускает сейчас навстречу с двух рук и тут же снизу бьет Низамбек. Да, немного поплыл Белобжицкий, но продолжает отвечать. Здесь не видел уже удара Владимир. Последняя минута в первом раунде. Ну и много сил потратил Низам. Да, тут рефери сорвал развязавшуюся ленту с перчатки Низамбека, чтобы она не мешала и не отвлекала никоим образом ни одного, ни второго, и ни третьего тоже. Итак, работа в стойке, набрасывает колени. Так, ну, небольшая своего рода такая пауза, когда могут передохнуть оба бойца. Да не сказал бы, тут колени подключают довольно остро. И тот, и другой последние секунды. Кстати, большинство досрочных побед в карьере у Владимира были приемами. Борется он неплохо, но в этой пятиминутке борьбу отдал вчистую. Стоп! По углам! Откройте мир спорта из ставок с генеральным партнером турнира BetBoom и получите до 1000 рублей при регистрации. Официальный спонсор турнира – один из самых известных производителей экипировки для единоборств Green Hill. Green Hill – это надежная экипировка для бокса, ММА, дзюдо и самбо. Атлеты по всему миру доверяют бренду за высокое качество и доступность продукции. Производственно-строительная компания «Интекс». Ваш надежный и опытный партнер, который выполнит все обязательства быстро и качественно. Изготавливаем металлоконструкции, пластиковые окна и двери, а также нестандартные металлоизделия. Мы ценим наших клиентов и делаем все, чтобы сотрудничество стало удачным и плодотворным. «Интекс» – железобетонное качество. За подробностями заходите на сайт «Интекс». Заканчивается перерыв. И вполне возможно, что Низам потратил довольно много сил в первой пятиминутке, особенно в том моменте, когда пытался удушить соперника через руку. Так, начинается второй раунд. Бойцы. Не так часто выступает Белобжицкий в последнее время. Простой у него больше года. А в 18-м было 4 поражения к ряду. Здесь была нога в партере. Бросок проводит. Низам, добивается улучшения позиции. Гард. И есть сомнение, что удар был тот легитимным. Да, снова гард закрыт. Потом опять открывается. И Низамбек ищет варианты для того, чтобы выйти на оперативное пространство. Корпус-голова от киргизского бойца. Такая работа. Еще один удар в голову. Локтями пытается отрабатывать Владимир. Но опять же практически все действия от защиты. Разбит нос тем временем. Ну тут не сказать, что что-то такое прям катастрофическое и фатальное, но тем не менее определенное повреждение, если я не ошибаюсь, все-таки у Владимира есть в районе носа. Будет ракурс поудобнее, разглядим, как говорится. И тем не менее Жунус Уулу работает в этом раунде в энергосберегающем режиме. Он немного сбавил обороты, он добился своего, неважно, гард закрыт или открыт, он работает и по корпусу, и по голове. Темп при этом более-менее стабильный, который не позволяет вмешиваться рефери. Так что все идет грамотно, плавно. Бой уже близится к середине. Набрасывает удары. Низамбек. Снова закрывается гард. Еще один удар.
Этот раунд намного спокойнее, нежели первый. Понял Уулу, что в борьбе у него будет определенное преимущество. И не стал мудрствовать лукаво. Кстати, вторая перчатка тоже разматывается у Низамбека. И вот, собственно говоря, этой перчаткой он и наносит сейчас раз за разом удары в голову своему оппоненту. Но эти удары не сильные. Вот здесь здорово обошел защиту, боковой контроль. Становится интереснее, как раз середина боя. Мастит, в свою очередь, Белобжицкий как может, но борьба продолжается. Фактически на распятие уже взял. И да, шикарное положение у Уулу для того, чтобы закончить этот бой. Не сопротивляется сейчас Владимир Белобжицкий. Да, шансов у него сопротивляться очень и очень мало. Да, вот разве что мастить, а так вынужден он принимать все удары, которые выбрасывает, пусть и с одной руки Низамбек. Да, в свое время Даниэль Кормье так с Вулканом Аздемиром разобрался, но это другая весовая категория. Здесь же все-таки постепенно пытается как-то выйти из этого положения, а вот так вот отпрыгивает Белобжицкий. Сечка у Владимира образовалась вот как раз-таки в результате вот этих вот действий в атаке, которые осуществлял за счет локтя Низамбек. И продолжает он локтем набрасывать. Освободил руку и вновь улучшает опять свое положение. Работает корпусом Низам Жунус Уулу. Да, сейчас на характере старается защищаться Владимир Белобжицкий, терпеть. Очень много урона ему наносит прямо здесь и сейчас Низамбек. Да, рассечение все очевиднее начинает о себе говорить у Владимира Белобжицкого. Но удары такие беспокоящие. Не очень сильные. И тем не менее, да, преимущество очень серьезное у Уулу. Постепенно истекает и второй раунд. Пытается уйти из-под этого бесконечного обстрела. Владимир Белобжицкий, локти сыпятся раз за разом в голову. Вот кажется, что буквально еще чуть-чуть выше темп, и уже рефери остановит встречу. Да, но Владимир боец очень опытный. Терпеть он, как мы видим, умеет. Да, в основном он проигрывал, кстати, досрочно именно приемами. А вот так, чтобы нокаутами, такое случалось крайне редко. Было в декабре 18-го, там был технический нокаут. И в 2016 году прямым ударом проиграл он Альберту Жапуеву после удара по корпусу. Тем временем у нас закончился второй раунд. И все еще впереди. Впереди как минимум, ну не как минимум, как возможно, как максимум 5 минут, а там посмотрим. Хорошая работа, молодец. Торопись, все попало уже. Ну, переверни, Низам, так не торопись, не торопись. Подготовка передал. Вот сейчас показывали повтор того удара как раз ногой в голову. И, по моему скромному мнению, это было чистое нарушение правил. Да, что-то похожее на это, но, возможно, в динамике оказалось незаметным для общего взора, и в частности, взора рефери. Такое тоже случается. Все мы живые люди. Впереди третий раунд. Восстанавливается Владимир Белобжицкий. Ну и относительно свежим, учитывая, что позади 10 минут, выглядит представитель Кыргызстана Жунусбек. Немного затянулась у нас пауза. А, все, не выходит на следующий раунд. Владимир Белобжицкий, проблемы с левым глазом. Ввиду
отказа угла соперника от продолжения боя по завершении второго раунда техническим нокаутом победу одержал Низам Жунус Улу. Да, Низам Жунус Улу уверенно и красиво выигрывает поединок. Ну и, наверное, разумное решение угла Владимира Белобжицкого. Белобжицкого, простите. Хороший поединок мы с вами посмотрели. И желаем скорейшего выздоровления Владимиру Белобжицкому. И слава победителю! Всем ассаламу алейкум. Таджикские братья, спасибо вам за поддержку. И хочу сказать, поблагодарить своих тренера Данияр Бабахулов, Юсуп Садулаев и Нимат Абдрашитов. Спасибо вам огромное. И моим друзьям, Алмамбет, все, которые меня поддерживают. Москва, ассаламу алейкум. Дальше больше, иншаллах.